Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Вашему вниманию урок русского языка и литературы, 9 класс, раздел номер 3, «История и личность», параграф 30-31, книга памяти. Сегодня на уроке вы познакомитесь с исторической поэмой Мухтара Шаханова и ее героями. Будете выделять главные события произведения, выражать свое отношение к персонажам, комментировать детали, использованные автором, делать выводы о положительных и отрицательных сторонах личности героев, оценивать их патриотизм, мужество, стойкость, определять идейный смысл поэмы, иллюстрировать словесно содержание прочитанных глав. Упражнение номер 1. Прочитайте аннотацию на произведение Мухтара Шаханова «Атрарская поэма о побежденном победителе» или «Просчет Чингисхана». О чем вы узнали? Атрарская поэма о побежденном победителе или «Просчет Чингисхана» – одно из произведений, входящих в сборник «Книга памяти». В ней рассказывается о событиях восьмивековой давности. В памяти тюркских народов навсегда осталось уничтожение Чингисханом знаменитого тюркского города Атрара, который славился на весь Восток своими богатейшими библиотеками, знаменитыми учеными и поэтами. О стойкости и мужестве жителей древнего Атрара говорит Мухтар Шаханов в своей поэме. Прочитав аннотацию, я узнала, что указанная поэма Мухтара Шаханова входит в сборник «Книга памяти». Упражнение номер 2. Прочитайте вступление к поэме Мухтара Шаханова и прокомментируйте его. Какова роль посвящения и эпиграфа? Ужасу Сулейменову, автору этих строк. «О, мы не забываем никогда свои тысячелетние обиды. Великие сжигали города, не ведая, что летописец видит. Хвори одолевают меня, знать не суждено увидеть, как мой несмышленый малец вцепится ручонками в гриву коня. По давнему обычаю рода я не раз усаживал его к себе на колени и рассказывал о справедливой борьбе предков, защищавших Атрар, про их беззаветную храбрость. Возможно, я даже надоедал ему своими рассказами. Жена моя, бывало, сомневалась, слишком ведь мал, разве поймет? Должен понять, иначе худо ему будет самому. Коротка жизнь дерева, не сумевшего пустить глубокие корни. Обычай рассказывать сыновьям о справедливости и храбрости защитников Атрара считался обязательным для осознания ими себя частью своей страны, иначе коротка жизнь дерева, не сумевшего пустить глубокие корни. В посвящении автор рассказывает, кому данное произведение адресовано или поднесло в качестве дара. Здесь в эпиграфе автор выражает личное отношение к описываемой проблеме, подготавливает читателя к разговору на определенную тему. Упражнение номер 3. Прочитайте в хрестоматии первую главу поэмы Мухтара Шаханова. К какому времени относятся действия, описываемые в поэме? Какое историческое событие лежит в ее основе? О чем говорит Чингисхан со своим сыном Чагатаем? В чем его упрекает? Действие происходит около 8 веков назад после победы Чингисхана. Историческое событие – походы и завоевания Чингисхана, объединение монголов. Завоеватель упрекает сына в неумении воспользоваться наставлениями отца в совершении побед. Упражнение номер 4. Какие мысли и чувства вызвала у вас прочитанная глава? Сформулируйте различные виды вопросов по прочитанной главе. Обменяйтесь ими между собой и попытайтесь ответить на интересующие вас вопросы, используя различные виды сложно подчиненных предложений. С вариантом выполнения упражнения номер 4 ознакомитесь самостоятельно.
Заполните дерево предсказаний. Каким образом будут развиваться события в следующих главах поэмы? Ствол дерева – это тема. Ключевой вопрос темы. Ветви – варианты предположений, которые начинаются со слов «возможно», «вероятно». Листья деревья – обоснования, аргументы, которые доказывают правоту высказываемого предположения. Прочитайте хрестоматии вторую главу поэмы, выделите основные эпизоды, какие иллюстрации к ним вы бы нарисовали, дайте их словесное описание. Итак, эпизоды картины. Ворота города Атрара закрыты. Мужчины на конях с оружием, луком и стрелами, мечами и копьями в руках. На картине видно, как стрелы летят через стену, окружающую город. К стене представлено немало лестниц, дети и женщины кидаются о стен камни на врагов. Большинство людей выходят худыми, изнуренными, но их взгляд выражает готовность сражаться и победить. Ворота открыты, город разрушен. Повсюду огонь, кроме него трудно что-либо разглядеть. Упражнение номер 8. Выпишите ключевые слова из прочитанного отрывка 3 главы и заполните трехчастный дневник. Вариант выполнения упражнения номер 8 ознакомитесь самостоятельно далее. Упражнение номер 9. Определите тип вопросов, ответьте на них, какие типы сложноподчиненных предложений вы использовали при ответах. Пример выполнения упражнения номер 9. Далее. Упражнение номер 10. Прочитайте в хрестоматии продолжение 3 главы и 4 главу поэмы. Как бы вы их озаглавили? Что является кульминацией поэмы? Откуда мы узнали о подвиге Каирхана? Если все жители города были уничтожены, мог ли Чингисхан пощадить Каирхана? Пример выполнения упражнения номер 10. Двоих привели Чингисхану. Вот 7,5 столетий прошли. Кульминация. Потомок спасенного мальчика спустя длительное время складывает песнь о защитниках Атрара. Остался след от Каирхана. Мальчика во время завоевания Атрара вывели за ворота. Вот что говорит автор. Тот мальчик, спасенный, продолжил наш род. Я этого гордого племени сын. По преданию Чингисхана залил Каирхану в глотку расплавленный свинец по причине длительного сопротивления и нежелания склониться перед ним. Смотря на его действия в жизненной установке, скорее всего, пощадить Каирхана он не смог бы. Упражнение номер 12. Дайте оценку прочитанной поэме, используя метод 6 шляп. Пример выполнения далее. Упражнение номер 13. Как бы вы определили основную тему и идею произведения? Выделите основные эпизоды в прочитанной поэме и составьте кадроплан. Гибель Атрара. Представьте себе, что вы снимаете кинофильм. Нарисуйте словами кадры с точки зрения автора. При составлении отдельных кадров внимательно вчитайте строки произведения, чтобы более точно нарисовать ту или иную картину. Кадр – это отдельный снимок, сцена на кинопленке.
Кадроплан — серия зарисовок, отражающих развитие сюжета. Упражнение номер 14. 3М. Назовите 3 момента на уроке, когда вы успешно справились с заданием, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставьте комментарии, пишите вопросы в комментариях, ставьте лайки. До свидания, до скорых встреч.